Вот мое путешествие подходит к концу, я уже в Ташкенте. Если получится, уеду на Чувакское водохранилище. У меня осталось всего 100 тысяч сумм. И домой. В Шымкент, потом домой. Вот мой билет на местную электричку до Ходжикента. Там находится Чувакское водохранилище. Я вспотел. Хотел уехать на автобусе, но там что-то передумал. В итоге я вернулся. И вот как выглядит узбекская электричка. Такие сиденья. Да. Я думаю, мы отсталые здесь вообще были. Еду в водохранилище. Здесь прям целый туристический городок. Сюда много приезжают, да? Туристов много приезжает? Много. О, это дамба, да? Да, это дамба. А дачи сколько стоят здесь? Дача разные. Смотря какой выберешь. В данное время от 100 до 2 миллиона дачи. О. Хочешь остаться, что ли, со мной? Нет, я уеду себе. Просто интересно. Летом, наверное, все в даче, да, приезжают? Ребят, я не знаю, как это назвать. Смотрите. Обалдеть. Какое оно голубое. Это и есть Чувакское водохранилище. Вот люди купаются даже уже. Сейчас я тоже пойду искупаюсь. Это мощь. Смотрите. Это стоило того, чтобы доехать сюда. Прекрасно. Правда, она немножко, видать, низ глинно, смотрите. На берегу грязно, а дальше чисто. Сейчас будем купаться. Блин, вода классная, огонь прям. Нормальная чистая вода. И что, у таксиста спрашивают, что типа здесь купается, нет? Он говорит, холодно же еще. Ну так, говорит, купается только русские. В натуре же здесь чисто русские видятся. Да, остальных тут холодно. Так 31 градус, ё-моё, как не купаться, да? Соответственно, вообще гидроциклы, катера. Очень-очень атмосферно. Что-то в последнее время много слова атмосферно. Круто вообще. Сейчас сколько стоит? По 10 сделаю, 1,8. А? 1,8 мотор сделаю по 10 тысяч. Ага. Минута. А эти катера сколько стоят? Катера по 50 стоят. Ну они людей набирают, да? Ждать придется. Ну не буду. А где здесь эти канатные дороги или что там? А это в Чунгане. Далеко это? Отсюда по дороге, поедете и направо, там перекресток, налево, направо сверните в Чунган. И по той же дороге можно будет спуститься. А далеко это? Ну, на машине минут 10, наверное. Такси сколько берет до оттуда? Ой, до оттуда даже много не возьмут. Успеть? Ну, от 5 до 10, наверное. Даже 15. Классно возить. Красиво. Я из Казахстана. Соседи. Ага.
Спасибо большое. 10 тысяч минута, короче, стоит. 1,8 движок. Это получается 10 минут. 100 тысяч. Ну, 5 тысяч тенге получается. Вон катера. Капец, нереально красивое место. Вокруг горы, это прям вообще полный кайф, улет. Вот бы туда забраться. И белоснежные облака. Тоже сейчас в Чимганских горах. Иду какой-то канатной дороги, не знаю какой. Никто не останавливается. И здесь у них очень популярны дачи. Они сдают дачи, получается. Летом, говорят, вообще все забито и цены бешеные. Но сейчас более-менее дешевле. Вот вид. Кажется, ради этого стоит дачу арендовать. Ребята, это просто огонь. Оргазм для глаз. Смотрите. Gönlünü yar etken çakın bulayım, gönlünü yar etken uçkun bulayım. Вот, вторая канавка. Еще там третья есть. А какая выше? Та последняя. Вот скакуны надо вам. Есть скакуновка, ну классно. Вот у них очень развит туризм здесь. Квадроциклы, лошади, получается. Прям все серьезно. Какие красавцы. Я пришел на горную реку. Вода, наверное, холодная. Да, вода классная, холодная. Я пришел на канатную дорогу. Не работает. Зря ехал, что ли? Здравствуйте. А что, не работает, да? А те другие? А сказали, здесь 3 есть. И все. Все понятно. Ладно, спасибо. Да, все уже завтра в Казахстан. Ну, здесь шикарно. Воздух чистый, свежий, прохладный. Я бы здесь остался жить. Наверное, я в Узбекистане уже увидел все, что было возможно за это время и за этот бюджет, который у меня был. Сейчас я возвращаюсь все назад вниз. Если получится, сегодня в Казахстан. Если нет, то завтра. Тему автостоп здесь, короче, вообще не понимает. 5 штук заплатил, но в принципе нормально это. Считаюсь, оттуда, с гор до Газалкента. Скромный дорожный завтрак. Лепешка ташкентская и вода.
Вот такой вот вид отсюда. Я в Газалкенте. Че, хочу немного отойти, потом уже споймаю машину. Смотрите, какая штука. Водяная мельница. Очень прикольно. Но так как половины нету, она замедляет. Так вот кипит жизнь в подземке Ташкента на самой окраине города. Очень прикольно. Конечно, в 8 часов утра на базаре уже жизнь кипит прям в Ташкенте. Движняк полным ходом. Видимо, потому что днем жарко, никто не вылазит, и все прям с утра. Я не знаю, во сколько они тут собрались. Пошли уже абрикосы, скоро походу у нас пойдут. Черешня, клубника. Ранетки уже пошли, ничего себе. Смотрите, какая халва. Прям ее накрутили на что-то. Мой трип закончился. 5 дней прошло, сегодня 6-й день. Я уже на границе. Ну все, сейчас уже пойду на казахстанскую территорию. Большое спасибо Узбекистану за гостеприимство, за эмоции, за впечатление. Вот и все, я в Шымкенте. Час дня, но что-то я уже измотался, пить охота. Сейчас попробую уехать в Астану на чем-нибудь. Вот это вот беззаботная жизнь классная. Я прям хочу к ним присоединиться. Шымкент ничем не лучше, такая же жарень. Благо моя белая футболка спасает меня. Намочил ее. Сейчас иду на ЖД вокзал. Взял билет на этот вот автобус до Астаны вечером, в 7 часов он выйдет. И завтра только в 11 вечера в Астане, короче. Осталось преодолеть последний рубеж. Прорвемся, надеюсь. Это у нас Шымкент. Шымкент спасается от жары. Здесь нереально жарко. Кайф, я тоже весь искупался в фонтане. Нереально круто. Теперь даже холодно стало. Так, спустя сутки только мы добрались до Караганды. Еще там около 300 километров до Астаны. Опять устал. Дома. Уже почти 12 часов. Все. Поездка закончилась. Путешествие. Желаю всем таких же ярких и спонтанных путешествий. Ну это круто. Я рад, что я смог выбраться, что я посетил эту страну. Это стоило. Конечно, недели, наверное, мало, да и денег мало я с собой взял. Но в целом я из того, что можно было, наверное, максимум выжил. Хотя где-то можно было сэкономить, где-то еще дожать немножко. Неплохой старт, скажу. Отличный опыт. Теперь надо продолжать в том же темпе, покорять новые страны, новые места.